Солдаты НАТО уже в Украине. Они отвечают за разведку, контроль оружия и обучение ВСУ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Крупнейшая база НАТО в Европе строится у границ с Украиной. Эта база в Румынии станет самой важной постоянной военной структурой НАТО. Путин, восторженный, что выиграл сам у себя, заявил о риске Третьей мировой и конфликте России и НАТО. Это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Украина направила в Запорожскую область новые войска. Тем временем Черноморский флот прячется от атак в 10-ю годовщину окупації Крима. Станом на зараз, як ви бачите, вони фактично припинили виходи в море з моменту знищення патрульного корабля Сергій Котов. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украина проводит эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов Сумской области. Этот регион в последнее время находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. В областной военной администрации говорят о как минимум 144 взрывах за сутки. Оккупанты бьют по небольшим селам области авиабомбами. Осуществлены авиационные удары самолета тактической авиации, 9 взрывов, пуски КАП самолета тактической авиации, 14 взрывов, минометные обстрелы, 24 взрыва, обстрелы из РСЗО, 20 взрывов, артиллерии, 20 взрывов. Новая пехотная бригада ВСУ появилась в работе на Запорожской области. Военные пришли на помощь истощенным силам, которые деоккупировали этот населенный пункт во время летнего контрнаступления, а теперь его обороняют. Об этом пишет Forbes. Авторы издания сообщают о том, что на это направление отправлено новейшее боевое формирование Украины – пехотная 141-я бригада. Forbes пишет, что свежие силы ВСУ прибыли в Работино в критическое время и сейчас отражают атаки российских оккупантов, несмотря на то, что существует определенная нехватка артиллеристов, инженеров и танкистов. В украинском генштабе тем временем акцентируют внимание на том, что на запорожском направлении действительно россияне штурмуют позиции ВСУ, однако это движение безуспешно. А вот аналитики Американского института изучения войны предупреждали о том, что отсутствие западной поддержки и недостаток снарядов у ВСУ могут сделать ситуацию на украинском фронте более уязвимой, а это в свою очередь грозит тем, что россияне могут активно продвигаться на отдельных участках фронта. Но на данный момент ситуация начинает исправляться, в том числе благодаря так называемой чешской инициативе. Я напомню, согласно данной инициативе чешского правительства, вооруженные силы Украины получат в ближайшее время порядка 800 тысяч артиллерийских снарядов. Чтобы мы понимали тенденцию к улучшению ситуации в моменте поставки артиллерийских снарядов именно 155-миллиметрового калибра для нужд вооруженных сил со стороны западных партнеров, в 2024 году производство артиллерийских снарядов только в Европе будет увеличено до 2 миллионов штук. До данного момента выпускалось не более 800 тысяч артиллерийских снарядов. То есть можем говорить, что суммарное производство артиллерийских снарядов как ВПК стран НАТО европейского континента, так и Соединенных Штатов составит порядка 3 миллионов. Возможности российского ВПК – это порядка 800 тысяч снарядов. Поэтому, по всей видимости, ситуация в 2024 году в моменте снабжения вооруженных сил Украины артиллерийскими снарядами будет изменена в лучшую сторону. Крупнейшую военную базу НАТО в Европе уже начали строить в Румынии. Ее территория будет сравнима с небольшим городком, в котором будут дислоцироваться порядка 10 тысяч солдат Североатлантического альянса, даже вместе со своими семьями. На строительство выделено 2,5 миллиарда евро. Расположат базу на основе уже существовавшей натовской авиабазы в округе Констанцы. Ангары для обслуживания, склады топлива, склады боеприпасов, военная техника, авиационная, тренажеры, столовые, жилье. Здесь будет все необходимое для поддержки работы и миссий базы такого масштаба. Появление такого объекта Альянса в Румынии военные эксперты связывают с войной в Украине, которая, судя по всему, продлится еще несколько лет.
Эта база в Румынии станет самой важной постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости к Украине, где идет война. И давайте не будем тешить себя надеждами, что этот конфликт закончится в этом году, или в 2025, или в 2026 году. Это затяжная война. И о длительности войны в Украине. 10 лет назад Россия оккупировала Крым. С тех пор полуостров стал одной из главных баз для оккупационной армии РФ, которая в последние 2 года была изрядно потрепана, считают аналитики Американского института изучения войны. В частности, они уделяют внимание потерям Черноморского флота. Украинские удары вывели из строя примерно треть боевых кораблей ЧФ РФ, говорят в Институте изучения войны, а недавняя смена командующего Черноморским флотом необходима российскому Минубийству для защиты кораблей, которые еще не отправились на дно за другими русскими военными кораблями. Позиция Шойгу, направленная на защиту Черноморского флота, создает условия для того, чтобы Шойгу либо присвоил себе заслуги, если ЧФ станет более эффективным в защите от украинских ударов, либо же наоборот, обвинил других командиров, если флот потерпит неудачу при этих же усилиях. Сейчас, судя по всему, россияне нашли для себя самый действенний спосіб защити, они просто прячуть флот. Станом на зараз, як ви бачите, вони фактично припинили виходи в море з моменту знищення патрульного корабля Сергій Котов. Тим не менш, так, звісно, ворог наш завжди намагається адаптуватися, завжди намагається якось знайти вихід з тієї ситуації, яка складається для нього. Звісно, аналізує свої проблеми. Є, мабуть, у них розуміння, чому вони не можуть впоратися з тими загрозами, які є. І, звісно, скоріш за все, вони будуть намагатися вирішити ці проблеми, намагатися якось посилити захист своїх кораблів. И сейчас о самом неожиданном, непредсказуемом, непредвиденном, непрогнозируемом событии. Путин продолжает властвовать и выигрывает сам у себя на так называемых выборах. От милых друзей принимает поздравления из Северной Кореи, Гондураса, Никарагуа, Боливии, Мьянмы, Таджикистана, Узбекистана, Венесуэлы и, конечно же, Беларуси. Лукашенко заявил, что он ошеломлен. Ошеломлены вероятные жители оккупированных территорий. Кремль не постеснялся нарисовать практически 90% явку в городах, которые были стерты с лица земли российской армией и сейчас стоят пустыни. Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. А еще Путин не исключил того, о чем последние полгода говорят западные разведки – прямого конфликта России и НАТО. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Ушла в полный отрыв утром в понедельник и всем известная Мария Захарова говорит, что за рубежом люди буквально толпились в очередях, чтобы проголосовать за Путина. По факту же люди вышли на акцию «Полдень против Путина». Другая же часть вышла, чтобы проголосовать за Дованкова. Западная пресса называет Путина самым большим обманщиком в своей фальшивой победе на выборах, а в Германии это мероприятие даже выборами не называют, да и признавать результаты в нескольких странах не собираются. Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными. Их результат никого не удивит. Правление Путина является авторитарным. Он опирается на цензуру, репрессии и насилие. Выборы на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права. В этом году в Кремле не постеснялись заявить, что у Путина 87% поддержка среди россиян. Раньше рисовали максимум 76%. Так называемые оппоненты российского диктатора не набрали даже и 5% голосов. Сам по себе Путин вообще ничего менять не хочет. То есть он настроен в целом, знаете, очень, очень консервативно. Но если ничего не менять, то продолжится движение вот в том направлении, в котором все движется. А оно же такое, плохое движение, оно в неправильном направлении идет. То есть
вот те успехи военные, которые есть, они не позволяют рассчитывать на то, что там реально скоро удастся победить Украину. То есть это значит, что война будет тянуться еще долго, а долго тянущаяся война, она приведет к окончательному истощению всех ресурсов. Экономика работает все хуже, санкции начинают приносить свои плоды. Да, не так быстро, как многим хотелось бы, как многие прогнозировали, но в целом очевидно, что ухудшение идет, и поэтому и политические ресурсы изнашиваются. Вот вы правильно демонстрируете бюллетени, их же огромное количество вывалено в интернет сейчас, да, то есть протестные настроения реально усиливаются, и соответственно, если ничего не менять, то эта война, затянувшаяся, рано или поздно закончится революцией. Трамп предположил, что Путин стоит за смертью Навального. 45-й президент США считает, что российский оппозиционер был достаточно молодым и, согласно статистике, мог бы еще жить. Значит, произошло что-то необычное. Кроме того, Трамп в предвыборной эйфории продолжает рассказывать, что он поистине голубь мира. И если бы сидел в кресле президента Соединенных Штатов, то Путин якобы побоялся начинать войну в Украине. В интервью Fox News Трамп ушел от ответа на вопрос, продолжит ли США помогать Киеву, если он вновь войдет в овальный кабинет. Я напомню, еще недавно Трамп говорил, что знает, как завершить войну в Украине, и ему на это необходимо всего 24 часа. В Киеве пригласили Трампа в гости. Зеленский говорил, что будет рад, если Трампу это удастся. Однако 45-й президент США так и не приехал пока в Киев, а раздает интервью за океаном. Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, если бы я был президентом. Если бы у нас был настоящий лидер, он бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил, ты не можешь этого сделать. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.